İşte sayılı teleseyircilerimiz biz bu güzel videonu bugün baktık. Yani İbazer Harbaba hakkında güzel bir videonu baktık. Ve adı şimdi sayılı teleseyircilerimiz tamam bu videonun kahramanları bizim misafirlerimiz. Yani İbazer ve Yasmin Kurtveliyevalar olar ahıhı internet yıldızları. Sohbetimizge buyurunuz dostlar. Selam aleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Her şey yaxşı mı? İyi. Çok Maşallah. güzel. Maşallahınız var. Aslında bizim annenevi sualimiz sizin sabahınızla bağlı. Sizin sabahınız aslında neden başlanır? Nasıl uyanasınız, mektepke barasınız? Bu hafta bizge tafsilatlıca aytınız. Ama heyecanlansanız Rus diline de geçmeye mümkün. Я обязательно начинаю, первое, с чего я обязательно начинаю свое утро, это с намазов. Машаллах. Второе, также обязательно, как и первое, это я выпиваю кружку или, может, даже большую кружку хаве и иду в школу. Если же это выходные, то мы начинаем семейные завтраки, что может быть различными там мини-пиццами, чебурек. Машаллах. Ибазер, как ты начинаешь свое утро? Начинаю так же, как и Ясмина, с намаза, но хаве я принципиально не пью. Почему принципиально? Почему? Пример Вот хаве я не люблю, но очень люблю зеленый чай. И утром очень часто мы с бабашкой пьем зеленый чай вместе. Maşallah. Sabahdan neni aşamağa seviyorsunuz? Что вы любите есть? Kaşalarını seviyorsunuz? Tamam. Yok. Yok. Я не насевесанец. Что вы любите? Обычно, если это мучное что-то, это может быть бутерброды, может быть что-то с ужина осталось, к примеру. Если на ужин были манты, мы с утра манты со сметаной. Böyle cidiyar sabahdan. Машаллах. Doğru. Çünkü Sabahlık ciddi olmağa gerek. Правильно? Завтрак должен быть серьезным. Чтобы потом хватало энергии снимать весь день именно эти прикольные видео, которые мы можем видеть, да? Машаллах. Кто из вас старше, Ясмин или Базер? Я старше на 3 Базер. года. Ого, машаллах. Машаллах, машаллах, Балар. Вообще, как это все начиналось? Где-то вот, наверное, несколько месяцев назад интернет заполонило ваше видео. Как все это Точнее, начиналось? образ Эбазер Харбаба, Эбазер Харбаба и его прекрасной помощницы. Ясмин, ты в этих видео чаще всего исполняешь роль Хартана, правильно? Да. Машаллах. Роль Пакизе Хартана исполняешь. И как это вообще все происходило? Какое было первое видео, чему оно было посвящено и какую цель вы несете, о чем вы хотите рассказать с помощью этих видео? Началось это все с того, что моя Анашка работала в интернете, и ей начальник не мог никак заплатить зарплату. То ли у него там специально он задерживал, то ли у него средств не было. И без ведома Анашки однажды я накрасила себе бороду, брови, позвонила этому начальнику, Анашки тогда не было дома, позвонила этому начальнику и сказала: начальникам она, денежки дай, пожалуйста, доллара, начальника денежки нету. И начальник посмеялся и выслал Анашке зарплату. Эффективно, самое главное. Машаллах. Потом Анашка, посмотрев это видео обращение, она хотела меня поругать, но посмеялась. И она увидела то, что я очень похож на нашего Ибраимовича Стешку, нашего родственника. И мы начали своим родственникам отправлять видео в таком же образе, только с разным текстом. И прошло какое-то определенное время, и я задумался о создании канала на YouTube. Но сначала была мысль создания канала о видеоиграх, но как-то на домашнем педсовете мы решили, что лучше будет это играть на этом канале, главную роль будет иметь вот такой вот дедушка. И первое видео было посвящено проблеме, которой столкнулись и мы, и очень многие крымско-татарская молодежь, это незнание своего родного, нашего крымско-татарского языка. И первое видео именно было о
том, чтобы наша крымско-татарская молодежь как можно больше уделяла вниманию изучению. Если была такая проблема, то как можно больше времени уделяла изучению нашего родного языка, bizim тіліміз. Если они уже знают, то как можно больше пополняли свои словарный Это был Лада Сидам Баклажан деген видео. Енді көстерген Костерді. Машалла. Сен айттың ки Ибазир Харбаба образына чевірілдің. Не вақыт сана пакизе хартана хошолды? В какое время твой образ Ибазир Харбаба дополнила пакизе хартана? Как это было? Это было так, что как я один снимал ролики, это было очень хорошо. Но в нашей семье, если мы делаем что-то, если один что-то делает, то обязательно должна быть какая-то сообща поддержка. И мы решили, что моя сестра Ясмин будет поддерживать меня в роликах, и Анашка решила так, чтобы она выступала в роли Хартаны Пакизе. Машалла. Хартана Пакизе. Основная роль Хартаны Пакизе, кроме того, что нужно поддержать Ибазир Харбаба. Какие-либо советы? Чем ты помогаешь, Ясмин? Если не получается снять видео, там, может, запинается, я его поддерживаю, говорю, давай, ты сможешь, мы снимем это видео. Надо показать молодежи, что нельзя забывать традиции. Это все для нашего народа. Его поддерживаю. Иногда не только словами, иногда что-то, если не получается, пытаюсь помочь. Машалла. А ты помнишь свое первое видео? Какие у тебя были впечатления, когда увидела себя уже в готовой работе, скажем так? Было очень страшно, что выступила нелепо. Было как-то неловко немного. Выступала первый раз, видео в первый раз снималось. И все равно в первый раз мне понравилось, я дальше хотела продолжать видео. Чё, Гузель? Можно еще один вопрос? Біз білеміз ки асылында видеоны yapmaға, яғни более азыр видеоны дүнияға тақдим етмеге, бұл операторлар, монтажерлар, сес режиссерлары белки. Сізге бұл енелеште ким ярдым ете? Кто у вас исполняет роль? Оператора, монтажера, сценариста, режиссера? Кто? Мы с гордостью можем сказать то, что автор и монтажер, оператор – это наша Анашка. Она всегда придумывает идеи для нашего канала. Она всегда монтирует видео, вставляет тексты. Всегда пытается сделать наши видео более красочными, улучшить их. И благодаря ней наш канал, можно сказать, процветает. Машалла. Сколько уже подписчиков есть у вас на канале? Вы следите за этим? Мы следим, но мы не следим ежедневно. То есть к примеру, раз за 3 раза в неделю мы заходим и смотрим. Последний раз я смотрел, было около 65 или 63. Ого, машалла. Машалла, это очень хороший результат. Когда мы смотрели это видео, сегодня мы его в начале эфира показывали, именно как раз это Лада Сидам Баклажан. Только это запомнила? Да, самый такой акцент. И мы с Адилей отметили, что несмотря на всю, скажем так, юмористичность этого видео, оно прежде всего носит какую-то идею. И вот сейчас, слушая вас, можно в этом убедиться, поскольку вы говорите очень умные вещи, очень правильные вещи. На кого рассчитано, на какую аудиторию рассчитано ваше видео? Вы говорите, это посыл к молодежи, Смотрят ли вас взрослые, например, ровесники ваших родителей? Какие они говорят отклики? Что вообще говорят окружающие? Окружающие говорят, очень многие меня уже узнают на улице, мои одноклассники, мои знакомые. Даже без бороды? Да, даже без бороды походят, вай, Ибазир Харбаба, начинают здороваться. А для аудитории, то есть в нашей семье с давних пор то, что делается, должно делаться с пользой. И именно посыл к молодежи я это отметил, так как наша именно крымско-татарская молодежь больше всего болеет именно она. Это самое больное место
место, потому что именно вот нашего возраста, чуть постарше, и именно вот в этих возрастах сейчас очень популярны там разные одежные тренды, интернет, и Лады, молодежь, седаны всякие. да, и молодежь забывает о наших традициях, о нашем языке. И мы эти видео не принципиально только для молодежи, а для тех, кто, например, не узнал, чтобы это было для нашей аудитории что-то новое. Машалла. Вот, насколько мы знаем, вы также являетесь еще, учитесь еще в школе. Как удается связывать учебу в школе и такой прекрасный, мне кажется, такое прекрасное увлечение, такое хобби? И планируете ли вы развивать это хобби в дальнейшем для своей профессии? Ну, совмещать это иногда не получается, но это не только единственное мое хобби. Я занимаюсь также тайским боксом 3 раза в неделю. И хожу по субботам на уроки, по субботам и по четвергам на уроки арабского языка. Машалла. И совмещать это иногда не получается, к примеру, как сегодня. Понедельник, утро, и мне пришлось первые 3 урока в своей любимой школе пропустить. Передаем Селям? Селям йоллайками. Мен бөлесем олар сөзіні бағышларлар. Иншалла, доля олacak. Они простят вам это. Ясмин, а чем ты еще увлекаешься, кроме того, быть главной героиней этих прекрасных видео и учебы? Ну, я практически ничем не увлекаюсь, как в школе. Я постоянное время практически все время провожу в школе, на внеурочках, часто что-то там мастеруюсь, там что-то делаю, пытаюсь помочь. Как настоящая хозяйка, хранительница очага, я думаю, помогает Анашке, так? Да. И как бы в школе я обычно сама тоже. То есть я постоянно в школе. У меня увлечение в основном там. Учеба. Вы пересекаетесь в школе? Да, пересекаемся. Я когда деньги забываю, это не обязательно. А бывает такое, Покушать. что ты сидишь на уроке, у тебя возникла какая-то гениальная идея для следующего видео, ты думаешь, побыстрее бы перемены, я рассказала все Ясмине, она меня поддержала, и мы с ней... Нет, я в школе вообще не думаю о домашних делах. В школе Надо даже думать на уроке меньше всего я думаю о уроке, а больше всего я общаюсь со своими одноклассниками, с моими лучшими друзьями. Кстати, вам тоже селям Адиль, Энвер. Машалла. Они сейчас в школе как раз. Они сейчас, потом посмотрим, они потом сейчас вам посмотрим. завидуют, а вы не в школе, они в школе. Ой, Машалла. Ясмин, а в будущем кем бы ты хотела стать? Ну, я бы хотела стать кондитером, пекарем. Я бы хотела печь шикарные большие торты, чтобы на хороших, опять же таки шикарных свадьбах стояли мои большие тортики, выписанные всякими буковками, черточками, петельками. Машалла. А сейчас уже ты делаешь какие-то шаги к этому? Ты дома маме помогаешь что-либо печь? Я очень часто, Альнашка уезжает по своим делам, я остаюсь на дом, как уже полная домохозяйка. Машалла. Мы иногда готовлю кушать, вот Базирова ко мне часто обращается. Ты что-нибудь сварил? Ну, и вот так вот часто очень остаюсь на домохозяйку. Машалла. И, кстати, торты у нее отменные, очень вкусные. То есть реклама уже может начаться с сегодняшнего дня. Сайгылы телесерджилерimiz тортларны сымарыш этмеге истесеңіз, и Базер Харбаба деген ютубта олған каналға жазылыңыз. Онда сіздер үшін да шахси номерлар олacak güzel bir кондитерлерінің, яғни Ясминнің усталығыны да біле білерсіңіз. Bundan da gayrı. И, Базер, вот если говорить о будущем, сейчас поговорили с Ясминой, с тобой, мы знаем, что многие интернет-блогеры превращают действительно свое увлечение, хобби в профессию и зарабатывают на этом немаленькие деньги, стоит отметить. Ты вот видишь ли свое будущее, что-то связано, возможно, с таким вот общественной деятельностью, либо ты уже выбрал для себя какое-то направление? Ну, в начале, с самого начала мне получилось так, то, что мне на какой-то праздник, не помню, то ли это был день рождения, то ли это был какой-то байрам, мне подарили
энциклопедию про танки. Я ее прочитала от корки до корки и решил, что я буду военным инженером. Я буду создавать танки, какие-то боевые машины. Подойдя к Анашке и рассказав эту всю ситуацию, она мне посоветовала: Балам, я, конечно, понимаю, что твою профессию будешь выбирать ты сам, но я тебе советую создавать машины не для уничтожения, не для отнимания жизни, а для их продолжения. К примеру, сделать какие-нибудь протезы, замену сердца, легких и так далее. Ну, тогда я обдумала Анашкино решение и решила стать медицинским инженером. Ого. Но, видя, что сейчас я очень начал сильно развиваться в телевидении, и я думаю, то, что, ну, и Анашка мне так говорила, то, что мне лучше всего быть каким-то телеведущим на каком-то национальном или на каком-то религиозном канале. И я согласился с этим мнением, и, скорее всего, так и будет. Но именно увлечение каналу, оно будет у меня 100%, ну, я так считаю, то, что оно будет у меня продолжаться и продолжаться, но это будет у меня не основной, так сказать, профессией. Это будет чисто увлечение, чтобы порадовать своих зрителей, но и при этом рассказать им что-то новенькое, важное, чтобы поучительное, чтобы они учились на этом, знали. То есть ты в будущем наш будущий коллега? Может быть. Машаллах, Будем готовы горды и рады. принять наши ряды. Будем очень рады. Откуда вы все-таки черпаете свое вдохновение? То есть каждому талантливому, каждому творческому человеку нужно чем-то вдохновиться. Чем вы вдохновляетесь? Мы уже поняли, что это не уроки, Бахшна, что вас перебила. Это не уроки, А у Ясмин уроки. А у Ясмин любит. А где же вас посещает это вот именно муза, когда вы решаете, что надо снять следующее видео? И где эта муза посещает вашу маму? Мы Чаще всего. все случаи мы берем из жизни. Как Базир сказал, мы видим, опять-таки, берем из жизни то, что молодежь не знает крымско-татарский язык, не знает традиций и увлечений наших стариков, наших харбабашек, хартанашек. Взяв этот случай, мы сняли первые ролики, мы сняли несколько роликов. И вот сейчас уже, я думаю, несколько, хотя бы там, не знаю, кто-то взялся за ум, стал читать какие-то крымско-татарские словари, стал на правильный путь. Машаллах, Гузель. То есть сейчас мы говорим о том, что уже какие-то видео сняты. Сколько всего снято уже видео и размещено в блог? Какие готовятся и какие идеи еще будут реализовываться? Идей очень много. И да, идей очень много, потому что мы их придумываем на ходу. Во время съемки какого-то, например, сюжета ролика, у нас больше всего вдохновения именно на этот момент приходит. Мы вспоминаем, как наши харбабашки, хартанашки себя ведут. Именно вот в это время мы говорим: она, у нас есть идея для нового ролика. И идея новая будет такова, то, что мы снимем сюжет про знакомого нам человека, харбабашку, который за рулем, который очень, то есть в доме, при гостях, он очень скромный, очень культурный, то есть его все любят, но на дороге это ужас. Да, ого. Я думаю, под эти критерии подходит не только ваш знакомый, но и многие люди. Да, но и 50% нашего населения, которое за рулем, и не только. Ты Леклер, и не пожелание. Что бы вы хотели пожелать всем нашим телезрителям? Нет, вопрос еще хотела задать. Вот вы сказали, что вы вдохновение черпаете во время съемок, во время творческого процесса. Сейчас тоже в какой-то степени творческий процесс. Наша беседа, вот мы уже разговариваем с вами вот на протяжении некоторого времени, да? Наша вот беседа, она вас уже к чему-то вдохновила, либо еще? Нет, потому что наши мозги сосредоточены именно на общении с вами и со зрителями. Машаллах. Но после того, как вы уже будете просматривать это видео, я думаю, какие-либо идеи что-либо вас вдохновит, и у вас появится еще куча идей. Аллах сазгебуну берсану бахашласан. Мы уже пожелали. Теперь хотим, чтобы и вы пожелали. Вы так прекрасно разговариваете, у вас прекрасно поставлена дикция, речь. Вы уже в будущем на самом деле настоящие звезды. Не только вы сейчас настоящие звезды интернета, в будущем, иншаллах, будете звездами не только интернета, но и всех телевидений, которые существуют в Крыму и далеко за его пределами. Что бы вы хотели пожелать? Ясмин, начнем с тебя. Ой, ну я бы
хотела пожелать всему нашему народу, чтобы далее продолжали смотреть наши ролики, чтобы тоже учились, вспоминали все эти традиции, становились лучше. Никогда не поздно встать на правильный путь. Машалла, çok sağ ol Ясмин. Allah senin razı olsun. И Базер. Туда обращаться, в камеру? Да, Обращайся в камеру. Салям алейкум, дорогие зрители. В первую очередь я хотела бы вам пожелать, чтобы вы встали на правильный путь, а именно в свои 12 лет я встал на исправительный путь, и я начал изучать с самого начала серьезно начал к этому относиться, к обучению своего родного языка. И те, кто не знают или ярым пополам разговаривают на нашем языке, к примеру, как мы, чтобы встали на правильный путь, чтобы изучали наш язык. А если вы уже знаете, но каких-то слов первый раз слышите, то чтобы вы пополняли свой словарный запас. И если вы слышите какое-то слово, вы не стесняйтесь и сразу подходите и спрашиваете, а что это за слово, какой смысл оно означает, какой смысл оно ведет. И во вторую очередь, то, чтобы вы никогда не забывали про нас и никогда не забывали про наших хартанашек, харбабашек, чаще к ним приходите, не забывайте о них и спрашивайте хартанам, харбабам, а вот чем вы занимались, к примеру, в нашем возрасте, в какие игры вы играли, какие у вас были традиции, увлечения. И никогда не забывали, конечно же, доме, о своих анашах, бабашек и постоянно советовались с ними. Машалла. Чтобы они были вашей опорой. Çok güzel. Çok sağ olunuz, çok sağ olunuz. Bugün İlham verici böyle yayınımız oldu. Вдохновляющий сегодня у нас эфир. Çok sağ olunuz келгенiniz için, böyle güzel videolarını çıkarганınız için ve elbette ki siz айтыңыз ki, вы сказали о том, что только сейчас стали на путь углубленного изучения нашего родного языка, и мы понимаем, что никогда не поздно. И вы несете эту идею, и вы говорите об этом. Это очень хорошо, это правильно, и мы желаем вам, чтобы у вас в дальнейшем было еще очень много-много идей. Алла ярдәмче olsun, Алла разы olsun сезден. Сау болыңыз келгеніңіз үшін мен есе фұрсатынан файдаланып, мына шымды сіздерні көреміз, ама сіздің ана бабаларыңыз да янда, мен оларға да тәшекүрлеріні білдірем, ама біз көреміз сіз ұфақ балалар, ама сіздің түсінделеріңіз бұйық инсанларға айтлер. Шының үшін сау болыңыз, ана тілімізді оғыреніңіз ве қысмет олса біздің милlet телеканалының белкі де қорантаға қошыңыз ве алып барыделары олыңыз, бұтын сіздің арзуларыңыз керчеклерсін. Сау болыңыз. Saygılı bizim teleseyircilerimiz, YouTube'da Olgan и Базер Харбаба kanalına yazılınız. Sonda bir çok meraklı malumatlar sizler için hazırlanıla. Ve şimdi ise saygılı bizim teleseyircilerimiz nevbedeki bizim rubrikamızın vaxtı geldi. Onu kaçırmanız ve tavsiyelerle dinleniz.